Узнай альтернативный взгляд на события в стране и мире на радио «Спутник Кыргызстан». Бишкек 89,3 FM, Ош и Джалалабад 107,1 FM, Нарын 95,1 FM, Чолпон-Ата 105 FM, Каракол 89,3 FM, Талас 101,1 FM, Баткен 101,9 FM. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Спутник Кыргызстан. Говорим то, о чем другие молчат. Особый акцент. Ежедневное интервью в студии радио «Спутник Кыргызстан». Акцентируем на главном. Продолжаем наш эфир в студии Талавек Урускулов. Как всегда, во время дневного прайм-тайма программа «Особый акцент». Ну, как всегда, мы здесь обсуждаем всякие разные интересные вещи. А сегодня у нас по прогнозу погоды 32-34 градусов в Бишкеке, 27-28 градусов на Иссык-Куле. Пора уже отдыхать, пора уходить в отпуск, пора гулять и, как говорится, набираться сил. Но, дорогие друзья, отдых — это прекрасно, но, с другой стороны, это целая индустрия. И сегодня я пригласил к нам в гости президента Фонда поддержки и развития туризма в Кыргызской Республике Елену Калашникову и управляющего директора по международным связям и инвестициям этого же фонда Кайрата Итибаева. Приветствую в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы поговорим, дорогие друзья, о перспективах, проблематике и решениях в туристической отрасли. Задавайте вопросы, если вам это интересно, по телефону 0312 66 42 82. Ну вот, вроде я вступление сказал, дорогие друзья. Сегодня хочу послушать побольше наших гостей. Ну, Елена, наверное, к вам вопрос, да? Я не зря сказал о проблематике. Без понимания этого аспекта нельзя что-то улучшить. Я так понимаю, правильно? Вы абсолютно правы. Вот, а проблематики у нас достаточно, к сожалению. Ну, говорить о проблемах — это, наверное, любимая тема, потому что она находит больше отклика. Ну, нет, наверное, для того, чтобы четко понять, что нужно исправить, для того, чтобы было хорошо. Вот. Вы абсолютно правы. Да. То есть проблем в туризме много, так как и везде, и все время возникает вопрос, почему страна с такими возможностями огромными для туризма до сих пор не туристический рай, почему мы представляем нашу страну, как нашу отрасль, как ведущую отрасль экономики, и до сих пор она не развита. Какие-то были шаги правильные, какие-то неправильные. Мы не будем делать разбор ошибок сейчас. Мы имеем то, что мы имеем. А на данный момент мы имеем проблемы в 4 аспектах. То есть я не буду детализировать, потому что все о них знают. Я просто скажу крупными блоками. Но первый, наверное... Концептуально. Абсолютно верно. Первый, наверное, все-таки самый основной, как мы вот сейчас начали работать, выделили 4 проблемы, направления, по которым мы работаем одновременно. Они не могут быть одна без другой, они не могут работать за степ-бай-степ, они должны все идти параллельно. Первое, это, конечно, информационный. О Кыргызстане за рубежом не знают ничего, от слова «ничего». То есть эта страна, наша страна не на слуху. Конечно, уже прошли те времена, когда говоришь Кыргызстан. Кыргызстан? Это где? Это Курдистан? Это Кавказ? Нет, это Центральная Азия. Или с Казахстаном. Да. Сейчас уже, по крайней мере, понимают, что Кыргызстан в Центральной Азии, благодаря некоторым событиям и положительным, как игры кочевников, как безвизовому режиму,
так и, скажем, мягко скажем, менее положительным, как ситуация с Кумтуром, как наши постоянные революции, но, по крайней мере, о нас знают. Не очень много, если говоря честно, но знают. Кыргызстан, честно говоря, не воспринимают как страну туризма. Как страну туризма. Начнем с того. Вот, допустим, у вас есть 20 дней для отпуска. Они случайно. Это шикарно, конечно. Хорошо. Давайте более реально говорить. Неделю. У вас есть неделя, она вдруг свалилась вам на голову, отключили электричество во всем Бишкеке, вы не можете выйти в эфир, и у вас есть неделя, у вас есть деньги, чтобы поехать за границу. Просто так, вот куда бы вы поехали? За границу? Да, за границу. Ближайшее зарубежье? Вот хоть куда. Вот сейчас у вас есть достаточное количество денег, у вас есть неделя времени. И сказали, вот надо уехать из Кыргызстана, потому что здесь все равно делать нечего. Первое, что попадает в голову, это, конечно же, Турция. Вот, потом, может быть, Юго-Восточная Азия, да, вот, как-то так, Хайнань какой-нибудь там, и какие-то другие вещи. Вы мыслите, как все мыслят, то есть, конечно, кто там мечтал, есть какие-то мечты, но, например, у вас бы вряд ли возникла идея поехать в Папуа-Новую Гвинею, хотя интересная страна, да? Страна интересная, да. Там все-таки тропические болезни. Я думаю, что больше всего останавливает трудности. Чтобы ехать в Турцию, то есть достаточно залезть в интернет, вы знаете, как купить билет, знаете, как... По одному звонку можно решить. Да, можно решить по одному звонку, нужна виза, не нужна виза, все это, куча отзывов о том, то есть вы примерно, то есть это информированность. Папуа-Новая Гвинея, она может быть интересная страна, вы не знаете, это очень долго искать, как туда долететь, как правильно долететь. Миклуха Маклай там был, вот. Он любил туда ездить. Вы будете не знать, как визу туда получить, как это время займет, чтобы это все выяснить. Вы не знаете, четко съедят вас там или не съедят. Я невкусный. Какие вакцины. И, естественно, так как у вас время ограничено, вы выберете Турцию, потому что быстренько поехать. Или Египет какой-нибудь, да. Неважно. То есть, примерно то же самое с Кыргызстаном, как с Папуа-Новой Гвинеей. Почему не едут сюда люди? Потому что, это трудно найти, как сюда добраться, что с визами, что здесь происходит, как тебя здесь встретят, как здесь народ. То есть нужно очень постараться, чтобы найти эту информацию. Ее нужно поискать, постараться найти в каких-то чатах, на разрозненных. То есть нету одного информационного, где можно понять там. Вы знаете, так очень интересно получилось. Я делала такой опрос. Я сама родилась в России, я переехала сюда больше 20 лет назад. Естественно, у меня много друзей из России. И когда началась ситуация в мире, вы знаете, что многие россияне начали подумывать, куда бы переехать, отсидеться, разные причины. И я начала спрашивать их, анализировать вопросы, которые интересуют людей вообще. Выяснила 26 вопросов, которые первый задают. Вы знаете, туризм был на 22-м месте. Да? Да, туризм был на 22-м. И красоты наши, красоты природы... Это такое бесплатное приложение. Да, первое. То есть не первое, но в первых рядах. А можно ли въехать на своей машине? А как получить регистрацию? Дорого ли, наверное? А как... Дорого тоже было, не в первых рядах. А как с деньгами? Работают ли здесь наши карточки или не работают? А как сим-карты? А можно ли здесь? А есть ли роуминг? То есть, понимаете, обыкновенные вещи, обыкновенные... житейские, бытовые. Житейские, но их невозможно найти вместе. То есть их нужно для того, чтобы, когда ты едешь сюда, тебе нужны, именно вы правы, абсолютно правильно сказали, нужны человеку житейские бытовые вещи, знать, как там коммуницировать. И самое главное сейчас у нас самое дорогое — это время, чтобы мы не тратить время на то, чтобы пока ты определишься, пока ты сообразишь, как купить сим-карту и как расплачиваться. Язык, наверное, да? Уже деньгами.
язык это, конечно, важно, но нету информации у нас в одном месте. Можно ли ехать на российских номерах, как там гаишники вообще, куда приходят штрафы. Отсутствие информации полное. Отсутствие. Я могу сказать более того, что отсутствие информации о Кыргызстане за рубежом это одна часть проблемы информационной, вторая часть это внутренний информационный вакуум. Ну вот представьте, прилетел человек к нам в Кыргызстан, просто он прочитал где-то и прилетел, прилетел в аэропорт, и что? А как что? А вот а где попробовать самсы? А где лагман? Он этого не знает. И что? Да, и вот. Где он узнает? Нигде. Вот. Ну, так, он даже не узнает, как от аэропорта доехать до города. Его сразу встретит толпа водителей. Бомбил, давайте так. Я долго подбирала корректное слово, спасибо за столь прямую правду. Которые являются туроператорами, гидами, водителями в одном лице. То есть, и человек становится на распутье в городе, где-то найти информацию в одном источнике тоже нет. Давайте, я не буду долго. Туризм — это моя жизнь, и поэтому вы меня останавливаете. Я об этом могу говорить часами. Я понимаю, что наш эфир ограничен, а то я не дойду до других аспектов. То есть, и первое, что нам нужно решить, это закрыть этот информационный, наполнить этот вакуум информационный, как за рубежом, так и здесь. Пользуясь своим правом, я, наверное, обращусь ко всем своим коллегам, те, которые сейчас нас слышат, да, средства массовой информации. Плюс обращусь, наверное, к тому же Министерству культуры, да, информации. Как-то мы делали, спутник KG делал лангрид про туризм в Кыргызстане, и летний, и зимний, мы 2 лангрида делали. Вот там попытались мы собрать, вот то, что вы сейчас говорите, вот попытались собрать. Получилось, не получилось, вам судить, да, читатели. Он, кстати, был переведен на английский и был опубликован на Sputnik.com, то есть это в Великобритании, да, для того, чтобы хоть как-то что-то знали о нашей стране. По крайней мере, там фото, видео, какая-то информация и так далее. То есть вот этим надо системно заниматься. Системно. Ключевое слово «системно». Ключевое слово «системно», а не хаотично. Пришел какой-то проект, мы быстренько поразвивали зимний туризм, мы быстренько поразвивали агротуризм, проект закончился, все, теперь прыгнем, какой проект, то есть какой проект системный. Ладно, хорошо, мы к этому в следующем. Значит, задача наша заполнить этот информационный вакуум. Я сейчас не буду говорить детально, потому что, вы знаете, это большой объем, и рассказывать, как наши идеи. Я, кстати, хочу, пользуясь случаем, затем мы дадим наши координаты. Если есть какие-то идеи помощи, мы ждем вас, мы ждем именно граждан Кыргызстана, кому это не безразлично, со всеми вашими идеями по информированию, пожалуйста, в фонд. Пригласили наших радиослушателей. Контакты назовите, куда обращаться. Это фонд развития и поддержки туризма. Расположен наш офис в бизнес-центре «Аврора». И, я все равно, если буду сейчас телефоны называть, давайте... сайт есть? Fundtourism.com. Как? Fundtourism.com. Окей, замечательно. Fundtourism.com. Дорогие друзья, те, кто слышал, прежде чем мы озвучим другие 3 аспекта, да, я хочу задать вопрос Хайрату, раз уж, да, так получилось. Вы управляющий директор по международным связям, да, и инвестициям. Что предполагается сделать и что уже сделано? Давайте я с конца начну. Что сделано? Нам всего лишь 3 месяца. Как мы создались, начали операционную деятельность как фонд. Подчеркиваю для слушателей, мы фонд открытое акционерное общество. 100% пакета акций принадлежит Министерству экономики и коммерции. То есть это государственная структура? Это не государственное, это с государственным пакетом акций 100%, но по форме мы как частная работаем. Вот это нужно разграничить. А что сделано? То есть над вами не давлеет дамоклов меч? Нет, у нас есть акционер, он утверждает наш бюджет, наши планы.
Елена Анатольевна является президентом нашего фонда. И я могу заверить здесь еще раз, вот я уже в площадках некоторых озвучил, впервые за все эти годы независимости предпринимаются такие шаги к обменам. Это новая парадигма, если хотите так назвать, в развитии отраслей. Так. Приглашает человека, именно лидера отрасли Елену Калашникову, именно заняться вопросами развития туризма на национальном уровне. Замечательно. И что, можно сказать, хвала, Елена Анатольевна взяла на себя это мужество и возглавила этот фонд. Вот. Мы стараемся уже с осени запустить некоторые элементы, скажем так, корпоративного управления. Мы будем раскрывать информацию о нашей деятельности. Будет эта вся доступная информация на нашем сайте. Финансовая, хозяйственная деятельность, коммерческая наша деятельность. И вот я, возвращаясь на ваш вопрос, хочу ответить, что вот наша команда провела первый род-шоу в Эмиратах, в Дубае. 11 мая мы собрали порядка 70 туроператоров, где озвучили о наших условиях, что есть в Кыргызстане, что вы можете приехать, своих туристов сюда отправлять, и мы готовы их встретить и обслуживать. Все это было подано нашей командой на английском языке. Показали ролик 15-минутный. Это ролик не просто такой промоушен, да, то есть продвижение, а этот ролик именно информационный, о чем вот Елена Анатольевна что, озвучила. где, почем, да, вот как, да, как приехать, что, как добраться, как получить все документы, визы, то есть это все информация о нашей стране. Ну вот вы знаете, я в ТикТоке недавно так наткнулся на несколько роликов. Арабы, ну, в своих вот этих вот одеждах национальных, да, сидят, по-моему, в Сусамыре, насколько я понял, еще в каких-то местах, возле речки, и там барашек, шашлычок, ну, прям так все вкусно, замечательно, прекрасно. Так, группа это для них как пикничок. Райский уголок. Да? Да, потому что у них вот такой климат, такая окружающая среда, там бураны часто проходят, песок, пыль, и поэтому они покрываются. Они сюда приезжают, видят все зеленое. Сколько стоит дорога в рай? Давай так. Сейчас есть у нас постоянные регулярные рейсы. Это выполняется одним из авиакомпаний Fly Dubai. Вот. Сейчас мы провели переговоры в Wizz Air. Тоже хотим. А Air Arabia тоже летает, да, кстати. Вот третьим авиаперевозчиком переговоры провели. Чего достигли, да? Конечно, арабская сторона тоже изумилась, спрашивает, ну да, мы слышали про Казахстан, мы слышали про Грузию, Армению, а вот мы вас первый раз слышим. Почему? Почему? Я говорю, ну мы 30 лет занимались в основном внутренними вопросами, а сейчас выходим на внешний мир. И они говорят, мы готовы вам бесплатно перевести ваш видеоролик, запустить среди наших аккредитированных государственных, ну там в основном СМИ государственные, и провести инфотур с нашими журналистами, то есть распространите информацию о нашей стране, о туристическом потенциале, не раскрытом. Вот именно Gulf Arabic Countries, да, в странах, в 5 странах, это Иордания, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия. Вот буквально мы вчера встречались с министром иностранных дел. Мы тоже сейчас передаем ему информацию. Он уже летит, скажем так, с набором от нас информацию, пакет. То есть там пару роликов дали, листовки дали, буклеты, презентации дали о наших проектах в туристической отрасли. Вот, буквально в прошлой неделе тоже были в Индии при поддержке нашего индийского партнера, Salva Promoters компания называется. Он ранее работал с российской туриндустрией, представляя их на индийском рынке. Сейчас вот с нами заключил меморандум и будет работать с нами, продвигать наши туруслуги. Для арабов, я понимаю, интересно, да, все-таки горы, воздух, вода, да, и так далее. А индийцам что? Ну, здесь их больше всего интересует тоже органическая полезная еда, чистая, наша природа. То есть, я так понимаю, сколько у нас рестораны, кафе появятся индийские, да? Там же у них вегетарианство, насколько я помню.
Ну, вегетарианство здесь тоже уже достаточно последние несколько лет стало популярной, да. Но их интересует именно, знаете, возможность здесь снять видеоролики, фильмы. Ну это да. Провести свадьбу. Болливуд. А свадьбы у них отмечаются месяцами. Да? Месяцами это по 500 человек в месяц. Они не только само мероприятие, а потом все отдыхают. Это и сейчас как раз они ищут локацию. Мы хотели попасть вовремя для представления наших возможностей. Ну, кстати, был же уже прецедент, по-моему, да, года 2 назад, перед пандемией, о том, когда индийские кинематографисты сюда приезжали, снимали не только кино, но еще и музыкальные клипы. Так что, я думаю, да, дорожка есть. Да, здесь наши партнеры озвучили даже, что они сняли фильм, сериал, по-моему, на $2 миллиона для Netflix. Вот, да, и сейчас ведутся переговоры об организованном таком туре для индийских партнеров. Наши партнеры обещают в этом году до 10 тысяч туристов нам обеспечить поток. Прикольно. Вот, да. А вот прямой эффект от нашей поездки в Мумбаи и Нью-Дели, нашего род-шоу, ну вот на следующий месяц мы ожидаем уже 400 купленных турпакетов. В Кыргызстан сумма, да... Ну, это обмыть надо. Более 100 тысяч, да, условных единиц, можно так сказать. Вот, ожидаем. Вот. Вы знаете, вот Елена Анатольевна правильно сказала, там 4 блока, мы поделили на 4 блока проблемных зон, но есть у нас и 4, скажем, блока успешных деятельности, да. Но цели у нас такие фонда. Первое, увеличить турпоток. Второе, привлечь инвестиции. Третье, создать условия, ну, вот наиболее благоприятные. Заговорили о проблематике, я вот, наверное, да, как обычно, ну вот опять-таки, да, ну я приехал в Кыргызстан, дороги разбитые. Первое. Браво. Да? Я думаю, когда же... Я вам благодарна, что вы целых, наверное, 15 минут нашего эфира молчали об этом. Сейчас ваша следующая речь: в туалет некуда сходить. Ну, не только, нет. Ну, как бы туалет, это, знаете, это только вот отдельная, да, история. Дороги, во-первых. Потом, ну, я понимаю, что есть экстремальный туризм, когда любят люди там пешочком с одним рюкзачком ходить, да, вот как это называется, экстрим, да, вот что-то такое там, да, какой-то там... Эдвенчер. Ну, бог с ним, да, вот, пускай будет эдвенчер. Вот, но я так не люблю. Вот, я люблю, чтобы у меня была постель чистенькая, да, чтобы комнатка была аккуратненькая, это без тараканов, понимаете? Вот, без тараканов, чтобы еда была, ну, так скажем, мне приемлемая, да. Если у меня братишка как-то в Индию поехал, он там учился сначала, а потом объездил всю Индию, там, ну, интересно ему было. Понимаете, его, когда он рассказывал, как он пил чай там, вот, и все остальное, там, кушанье, да, ну, я говорю, как ты там мог это все? Ну, а что, вот как-то вот привык. Я говорю, не, я бы так не поехал ни разу, мне нужна привычная моя еда. То есть, ну, по крайней мере, хотя бы европейская кухня, да, чтобы там, я вот не могу их там, всякие пряности и так далее кушать, а потом, ну, вот как-то так. Я думаю, что индиец, если сюда приедет, ему тоже хочется получить привычную еду тоже. Вы абсолютно правы. Мы сейчас продолжаем разговаривать про Индию, про инфраструктуру. Это настолько смежно. Или про еду, да, вы абсолютно верно. Все очень смежно. То есть, давайте тогда закончим с Индией, да. Потому что я читала, честно говоря, очень много, скажем мягко, не очень позитивных отзывов, а зачем нам индийские туристы, они будут тут нам загрязнять чуть ли не атмосферу своими запахами и так далее. То, что сейчас наша работа была направлена, это, я считаю, что это успех вообще, что мы заключили меморандум Salvia Promotion. Это сейчас разговор идет об организованных группах туристов. Да? Чем отличаются организованные туристы от неорганизованных туристов? Ну, дикие, да, пляж, и хороший пляж. Это не обязательно дикий, хороший, организованные группы туристов. То есть фирма Индии, фирма А, работает с фирмой Б в Бишкеке. Они составляют программу, то есть программа на 5 дней.
В первый день туристы посещают Бишкек, они приезжают в гостиницу, размещаются в данной гостинице, завтракают, выезжают в Аларчу, я как пример говорю, выезжают в Аларчу, потом обедают в Супаре, вечером у них свободное время, потом ужин там с шоу, и кушают они в том ресторане, который уже прописан в программе, на следующий день все дружненько поехали на Иссык-Куль, через день поехали в Каракол и так далее, совершили эту 5-дневную поездку, покушали в определенных местах, в которых им заказана та еда, которая... Сказали спасибо и улетели радостные и счастливые. Радостные и счастливые. Вот о том, что люди, которые будут несчастливы, мы поговорим позже. Сейчас выпуск новостей на волнах Радио Спутник. А далее мы продолжим. Не переключайтесь. Новости на радио «Спутник Кыргызстан». Бишкекский городской суд 17 июня изменил меру пресечения бывшему заместителю министра здравоохранения Улукбеку Бектурганову на домашний арест. Министр здравоохранения Алкадыр Бейшеналиев, его заместитель Улукбек Бектурганов и директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ищенапысова были задержаны 2 июня по делу о коррупции при закупке вакцин от COVID-19. В отношении Бейшеналиева возбуждено 7 уголовных дел. Всех задержанных водворили в СИЗО ГКМБ, а накануне 16 июня Бишкекский горсуд отпустил Бейшеналиева под домашний арест. Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что принимал решение о введении санкций против России как верховный главнокомандующий, а не политикой, думающий о выборах, пишет РИА Новости. Байден утверждает, что не встретив отпора, Россия якобы продолжала бы продвигаться вглубь Европы, Китай укрепился в планах покорения Тайваня, а Северная Корея агрессивнее реализовывала свои ядерные амбиции. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обстоятельствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По словам вице-премьер-министра России Алексея Верчука, экономическая война против России пошла не по плану тех, кто ее развязал. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что санкции приведут к полноценному международному продовольственному кризису, а затем и к голоду в отдельных странах. Мэрия Бишкека приобретет 5 автобусов с газомоторным двигателем у отечественной компании «Белецкий Джи». В пресс-службе столичного муниципалитета сообщили, что этого количества автобусов хватит для начального испытания транспорта. Говорится, что поручение поддержать отечественных производителей дали ранее президент Садыр Джапаров и глава Кабмина Акылбек Джапаров. Напомним, в конце апреля этого года в мэрии не намеревались покупать автобусы местных производителей. Отказ обосновали тем, что эти автобусы на 40-50 тысяч евро дороже, чем предлагает рынок. Однако 2 дня назад стало известно, что муниципалитет все же решил их закупить. 18 автошкол закрыто в Кыргызстане из-за отсутствия лицензии. Об этом сообщил инспектор отдела регулирования и лицензирования транспортной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Темирлан Мирсадык-Улу. Он выступил на брифинге ГУБДД о проверке автошкол, выдаче лицензий, такси и регистрации авто в пресс-центре «Спутник Кыргызстан». По словам Мирсадыка Улу, на сегодня по Кыргызстану работают 270 автошкол, из них ГУБДД проверила 193. Выдано 198 предписаний, выписано 44 штрафа на 1 миллион 200 тысяч сомов. Политические тренды и жизненные наблюдения. Акцентируем на главном. Особый акцент.
Продолжаем наш эфир. В студии Талабек Урускулов, программа «Особый акцент». У нас сегодня в гостях президент Фонда поддержки и развития туризма в Кыргызской Республике Елена Калашникова и управляющий директор по международным связям и инвестициям этого же фонда Кайрат Итибаев. Мы сегодня говорим о проблематике и перспективах туристической отрасли, а также отвечаем на вопрос, станет ли же все-таки Кыргызстан райским уголком для туристов. В первой части программы мы выяснили, что да, действительно, за 30 лет было сделано как и правильные шаги, так и неправильные шаги, и там были и структурные проблемы, и есть определенные успехи, это тоже нельзя не отметить. Но на данный момент получилось то, что есть. И сегодняшние наши гости работают именно с этим. И, как высказался один из наших гостей, 30 лет мы занимались внутренним вопросом, а теперь вышли на внешний рынок. То есть теперь мы должны открыть Кыргызстан миру. Для чего? Для того, чтобы туристический поток, который планируется организовать, чтобы был он, так скажем, системным, да, не просто так, как говорится, там пару человек заехали в гости там и покушали бешбармак, а чтобы это было системно, сезонно. Есть люди, которые хотят на горнолыжные курорты, есть люди, которые хотят посмотреть на природу и красоту, есть люди, которые хотят на как говорится, отдохнуть, покупаться на Иссыкуле. А есть люди, которые хотят лечиться в Кыргызстане. Это же тоже есть такая сфера. Я прав? Абсолютно. Вот. Я просто пример, историю человеческую такую расскажу. Знакомая во Франции живет, вот, одноклассница моя. Я приеду, встречаешь. Ну, хорошо, ладно, вот. Давай там по числам. Там, это. А зачем ты приезжаешь? Ну, родственников посмотреть. А вообще зубы лечить. Вот. Я говорю, а что там у тебя зубов? Говорю, стоматологов нету, что ли? Есть, но там дорого. Люди экономят. Мне, говорит, легче, говорит, домой прилететь, полечиться, и дешевле будет, чем там полечиться. Ну, как-то так. Интересную тему вы затронули, которая... Мне очень нравится, кстати, наша беседа, потому что я поняла, что мы мыслим в одном-то направлении. Замечательно. Так, значит, с индийским рынком мы закончили. Я хочу систематизировать. Мне же хочется просто охватить все, чтобы... С индийским рынком мы закончились. Мы сконцентрировались на организованных группах туристов. Да. В этом году это для наших радиослушателей, а далее посмотрим. Значит, следующие аспекты, по которым мы работаем, я их сразу просто перечислю. Да, конечно. Это инфраструктурные проблемы. Третья проблема – это системно-аналитические, назовем их так. То есть это работа с нашей статистикой, которая у нас, как бы это мягко, вы очень можете мягко говорить, мысли взята с потолка. Нарисованная, давайте так. Здесь тоже можно понять. Она просто нету системы. Я ни в коем случае не хочу упрекнуть наш статкомитет. Просто мы считаем туристов по правилам еще Советского Союза. Когда въехали в страну. Да. То есть 8 миллионов туристов, которые озвучены при 6 миллионах населения, это, конечно, очень такой... Граждане Узбекистана, когда заедут за морковкой, да, продавать, да, в Карасу, тоже считаются туристами. То есть, начиная от статистики и заканчивая такими серьезными проблемами, которые нужно решить. Мы не знаем то, что у нас есть в стране, на самом деле. Мы не знаем все наши памятники архитектуры. То мы нашли там битву Чингисхана, то мы нашли Деда Мороза где-то у нас, то кто что нашел, тот то и пропагандирует. То есть нам нужно, по крайней мере, систематизировать и изучить наши культурно-исторические объекты, привести их в одну систему и уже понять их, как продвигать. То есть если поэт Либо, да, то это для восточной части мира. Если мощи апостола Матвея, то это для западной и так далее. То есть нужно это все систематизировать. Начиная, я повторюсь, от статистики, заканчивая культурной
культурно-историческими ценами, нужно их показать природными. Затем мы не знаем сейчас четко, какие у нас места размещения есть. У нас очень мощный туристический, именно частный бизнес, то есть эти юрточные лагеря, палаточные лагеря, гостевые дома, они растут как грибы, но они не могут рекламироваться, они встречаются с трудностями и закрываются, потому что они не имеют клиента. Почему они не имеют клиента? Потому что просто о них никто не знает. И нужно это все систематизировать, и невозможно продвигать там один какой-то отдельно взятый гестхаус на Сусамыре, нужно продвигать страну, и тогда мы получим все клиентов. То есть это третья проблема, с которой мы занимаемся. И четвертая проблема — это создание правового климата удобного, то есть условий для того, чтобы люди были счастливы, работая в туристическом бизнесе, потому что туристический бизнес — это бизнес эмоций на самом деле. Это бизнес эмоций, который дает радость. Ты постоянно имеешь контакт со счастливыми лицами людей, это заряжает тебя, это дает счастье тебе. И люди должны стремиться работать в этом. Это, туристический бизнес — это новые горизонты, это новые знания, и нам надо сделать нашу страну удобной для работы именно в этой сфере. Это те 4 аспекта, по которым мы говорили. Если хотите, могу перейти к медицины. Нет, я прекрасно понимаю, что здесь вот настолько много хочется сказать, охватить, что я же медицину просто как пример привел. Вы просто на больную кнопку нажали, над которой мы сейчас работаем. Это наш проект. Это тоже аспект же. Это наш не то, что проект. Это не то, что аспект. Это, смотрите, вообще туризм сам по себе это такая, это как мода. Сегодня модно одно, завтра модно другое. Только если мода у нас меняется где-то раз в полгода, да, сегодня у нас длинные юбки, завтра короткие юбки, то в туризме мода меняется, периодично в среднем 7 лет, 7, 14, может 21. Что сейчас в моде? Сейчас в моде здоровый образ жизни. То есть пьянки 90-х закончились, да, сейчас не модно уже выпивать, сейчас не модно курить, то есть сейчас моден здоровый образ жизни, модно движение, модно спорт, мы в тренде, наши походы в горы, то есть... Еще номад. Да. Понятие номад, это следующий тренд. То есть модный, здоровый образ жизни. Ты целый год лежал на диване, пил пиво, потом ты приехал в Кыргызстан, 5 дней прошелся по горам, закрыл свой гештальт, ты герой, ты счастлив от того, что гору ты какую-нибудь покорил, да? Да. Значит... И, вы знаете, за здоровьем, следить за здоровьем, это становится необходимостью. Сейчас немножко перевел, создание, если, как я все время раньше говорила, у нас может быть не быть денег на хлеб, но на водку будут деньги, да? Сейчас парадигма такая, что, может быть, там мы отходим от вещизма, мне не нужны новая мебель, но полечиться и поддержать свое здоровье я поеду. То есть это прям идет не только у нас, это во всем мире. И я вижу мы видим огромное будущее. Мы взяли прям, знаете, такое, не то что направление, мы это прям педалим. Можно коротенькая история, просто уже 3 минуты до конца эфира. Я был в Донецке в 2003 году. Мы там спускались в подземную шахту, там где 300 метров под землей, уникальный проект, да, там, вот там футбольное поле выкопанное под землей, люди там в санатории живут, отдыхают, лечатся, дышат вот этой солью. И директор этой шахты сказал мне: вот ты же из Кыргызстана, наша шахта по сравнению с вашим Чонгтузом, нам еще пешком до Луны, как до вас, понимаете? Вот, поэтому у нас столько уникальных вещей здесь. И не только медицина. И в заключение все-таки я хочу закончить с медициной. Санаторно-курортный центр. Это есть, знаете, такое в туризме у профессионалов есть такой термин санкур. Санкур, санаторно-курортная. Это, во-первых, круглогодичность. Да. То есть это круглогодично постоянно. Это сейчас трендово. Это сейчас нам даст возможность. Это новые рабочие места. Это образованность. И сейчас у нас большой проект. Вообще наша цель
цель поднять весь Санкур нашей страны именно комплексно, именно системно, не только вокруг Иссык-Куля отдельно взятые Аврора и Киргизское Азмурье, а именно... Это и Джалабад, это Джалабад. Именно, то есть мы имеем ресурсы, мы имеем те ресурсы, которые нужно... Нам не надо строить Эйфелеву башню, мы должны доставать то, что имеем. То есть у нас есть скважины, которые дорогостоящие со времен Советского. Нам нужно все это реанимировать, но преподнести уже в новых условиях, в новом виде. Это один из самых больших и сейчас основных проектов нашего фонда. Хорошо. Я понимаю. 1,5 минуты до конца эфира. Я напомню, что у нас в гостях были президент фонда поддержки и развития туризма Елена Калашникова и Карат Итибаев, управляющий директор по международным связям. Я понимаю, что за одну передачу мы не можем охватить все. Но надеюсь, что вы к нам будете заходить почаще. Да? С маленьким отчетом, может быть, с какими-то мечтами, да, и так далее. Чтобы, ну, по крайней мере, давайте раз в 2 месяца встречаться здесь и говорить о том, что уже сделано, для того, чтобы, ну, хоть какая-то вкусная информация была. Спасибо. И для нас это еще важно, нам нужна обратная связь. Нам необходима просто обратная связь, как наши мечты, как их воспринимают другие, и нужны они. А то мы сейчас что-нибудь напридумаем, создадим, а люди подскажут, да, вы не правы. Welcome to Кыргызстан, in Кыргызстан, да, или как там, я не знаю, я на английском не очень. Вот, ну, добро пожаловать в Кыргызстан, говорим всем, те, кто нас сейчас слышит, зовите всех своих друзей из зарубежных стран, только с каждого из нас начнется туризм. Это, наверное, правило, которое мы должны поддержать. Для того, чтобы стать райским уголком для туристов, надо сначала самим жить в райском уголке. Программа «Особый акцент». Я Талабек Курускулов. Не переключайтесь. Компетентно и доступно. Здесь очень важная ремарка, чтобы понимали наши слушатели. То, что необходимо знать и понимать каждому из нас. Здесь вопросов нет, и здесь я сторонник того, чтобы эту планку поднять. Инфляция, экономический рост, цифровизация, кредиты. Здесь очень много нюансов. Еще раз говорю, что истина лежит посередине. О сложных вещах